Стас включает запись. А почему я вас не вижу? Потому что тебя не пускают. А, точно? Да. Все, трансляция пошла, иди. Да? А я уже запереживала, но ничего не пойму. Не-не, все нормально. Да? Да, начинаем. Да-да-да, все хорошо. Вот уже есть участники, я вижу. Здравствуйте. Ну что, я буду начинать, потому что время уже 10:04. Я думаю, все, кто хотел присоединиться, уже присоединились. Всех остальных будем подключать по мере появления. Здравствуйте, меня зовут Галина Поташова, и мы сегодня разговариваем о тайм-менеджменте с опозданием на 4 минуты, начав наше занятие. Сейчас я включу презентацию. Так. Да, если кто-то плохо слышит, видит, напишите, пожалуйста, мы попытаемся исправить. Если нет, то есть видеозапись. И так, презентацию, демонстрацию экрана. Совместный доступ. Так. Все, я надеюсь, что всем все видно. Сейчас я еще попытаюсь включить, чтобы я видела чат. Все. Угу. Все. Я думаю, что все видят. Итак, я не успела еще одну вещь сделать. Мы ее сделаем вместе с вами. Все, что я вам сегодня расскажу, это мой личный опыт. Я приобретала его разными способами. Меньше всего я читала книг по менеджменту, потому что вернее, не по менеджменту, а про успешный успех. Я не очень люблю эти книги, скажу вам честно, хотя они пользуются сейчас наибольшим спросом, да. Вы знаете, больше даже, чем художественную литературу, молодежь любит читать книги про успех. Я ходила много на тренинги, особенно когда работала в «Консультанте плюс», и до чего-то дошла сама. Я думаю, что, может быть, скорее всего, вы сами многое это знаете и применяете. Можете написать в комментарии какие-то свои полезные привычки и лайфхаки. И давайте начнем сразу же с определения. Сейчас. Итак, тайм-менеджмент – это дословный перевод с английского «управление временем». Это собирательный термин для самых разных техник, инструментов и стратегий, которые позволяют управлять вашим личным временем. И сразу же я засекаю 3 минуты, и я прошу вас сделать небольшое задание. Написать на листочке список запланированных вами дел. Вот все, что сейчас придет в голову. Все, что вы запланировали. Неважно, на какой период. Угу. Время пошло. Я пока остановлю совместный доступ и кое-что сделаю. Угу.
Мгм. У меня все есть. Все у меня готово. Еще полминутки. Ну, давайте, пойдем дальше. А, Легко это было сделать? Не упустили ли вы чего-то еще? Если будут возникать какие-то мысли, что вы еще упустили, причем не только по работе, дописывайте по ходу нашего занятия. И сразу же перейдем к методу номер один. Метод номер один – это ведите списки. Списки можно вести в любом виде. Кому-то удобно в электронном, в Excel, кому-то удобно на бумаге. Я вот могу показать свой планер. Вот он у меня такой, лежит на рабочем столе. Ну, по-правильному-то надо, конечно, отрывать бумажку и выбрасывать. Но они почему-то мне бывают дорогие как память. Я их выбрасываю через полгодика, когда закончится. И вот так вот я пишу списки своих дел. И когда я его выполняю, я зачеркиваю. И таким образом, если мне позвонили, что что-то надо быстро записать, у меня вот планер сейчас, у меня вот он такой, да, этот у меня закончился. Быстро записать номер телефона чей-то, когда мне диктуют его, потом я его перенесу в другое место, в свою записную книжку, в смартфон. Что-то мне тут вот дали задание, а я занимаюсь чем-то другим, погружена, быстренько тоже это записать. И еще я вечером, перед тем, как уйти с работы, составляю список дел на завтра. И это очень важный лайфхак. Список дел на завтра надо писать с вечера. В конце рабочего дня это логично. Вам утром не нужно будет время на раскачивание. Еще британские ученые доказали, что мозг работает все 24 часа 7 дней в неделю, и во сне он работает еще активнее, его не отвлекают эмоции. Поэтому, если вы с вечера дадите себе какое-то задание, вы можете спать, мозг будет думать, как его решить лучше. И, может быть, у вас тоже такое часто бывает, у меня бывает всегда. И это я заметила еще с юности. Я жаворонок, если я ложусь вечером спать, давая себе задание, я знаю, что утром просыпаюсь и знаю, как его надо быстро сделать. Вот. И единственное, для чего не подходят списки, для масштабных и долгосрочных планов, потому что они состоят из маленьких подпланов. И вот еще вы видите, да, что планы, составленные утром, выполняются на 40% хуже. Еще один лайфхак, которому нас научили на тренинге, на бизнес-тренинге, экономить время, готовя завтрак, обед и ужин сразу же, одновременно. Пользуйтесь таким. Дальше. Еще один метод, который используется, который часто советуют тренеры, это метод автофокус. То есть вот у вас огромный список дел, вот у меня вот на одном из листов 25 их сразу, и вот я утром пришла, на него взглянула и думаю, что же, с чего же я начну сегодня. Вот как выбрать дела, с которых стоит начать, тоже есть несколько методов, один из них автофокус. Мы приходим, начинаем медленно читать этот список дел, и вот тот, на котором наш взгляд задержался, на котором наше внимание задержалось, с него и надо начинать. Таким образом, я себя мотивирую. Мы интуитивно понимаем, что нам сейчас удобнее сделать. А если я сделаю хорошо, то я себя замотивирую на весь день. Дальше зачеркиваем выполненный пункт и переходим к следующему. Этот метод, конечно же, не подходит, если у нас дедлайны. Да, если нам срочно надо что-то сделать, естественно, мы начнем с того, что надо делать срочно. И очень хороший тот метод, когда у нас какая-то творческая работа,
а сроки еще далеко для ее выполнения. Дальше. Еще один метод, как разгрести вот этот список огромный своих дел, называется Zero Inbox, нулевой ящик. Он хорошо работает прямо в электронной почте, но подходит не только для почты. Что надо делать? Всю входящую информацию делить на 5 условных ящиков. Первый ящик выполнить, второй отложить, третий передать кому-то, да, эту информацию, это задание, четвертый ответить сразу и пятый удалить. Иногда у нас попадается спам, нас не касающийся. Если у вас накопилось огромное количество задач, и вы не знаете, за что схватиться, если у вас активная переписка, то вот этот способ отлично подходит. Дальше. Метод номер 4, система 4D. Тоже похож на предыдущий. Я не говорю, какие тренеры или какие успешные люди предлагают те или иные способы. Я думаю, что вам это не нужно. Суть каждому делу, которое к вам поступило, применить одно из 4 действий. Сделать, отложить, делегировать, удалить. И он также не годится для долгосрочного планирования. Не помогает понять, когда заниматься тем или иным делом. А вот что помогает понять? Метод GTD, Getting Things Done, предложенный, как видите, Дэвидом Алленом. Тут я даже сослалась на человека, автора этого метода. Он предлагает вот такой алгоритм действий. Мы отвечаем на вопрос, что это такое, затем отвечаем на вопрос, можно ли с этим сейчас нам что-то сделать. Если нет, то, может быть, когда-нибудь это нам пригодится информация, да, и если она не пригодится никогда, то мы ее сразу выбрасываем в мусор. Если пригодится, то складываем в какую-нибудь записную книжку, в какую-нибудь папочку на потом. Если с этим мы сейчас можем что-то сделать, то мы решаем, это действие на 3 минуты или больше. Если на 3 минуты, то надо делать. Если больше 3 минут это дело займет, там уже надо решать. Либо мы его откладываем, либо мы его перепоручаем. Вот я таким способом листаю ленту ВКонтакте. То есть там бывает очень интересная информация, например, про писателя, у которого юбилей через полгода. И такие вещи я ставлю закладки ВКонтакте и потом, может быть, использую. Периодически только эти закладки надо не забывать проверить. И вот этот лайфхак, которым я с вами уже поделилась. Также я в Outlook ставлю напоминалки себе, потому что иногда я поставлю закладку ВКонтакте, а потом забыла, что поставила закладку. Если я поставлю себе в календаре напоминалку, что вот у этого человека юбилей, можно сделать пост, то я вспоминаю уже сразу же о том, где это находится у меня. И вот еще один самый, на мой взгляд, удобный метод – матрица приоритетов Эйзенхауэра. И ее суть в том, чтобы не полагаться на интуицию, а все дела сортировать по срочности и важности. То есть дела делим на 4 части. Важные, несрочные, важные, срочные, неважные, но срочные, и несрочные, и неважные. Вот попробуйте все дела, которые вы сейчас себе записали, разделить вот по этим 4 квадратам. Я думаю, что даже 5 минут вам на это не надо, 3 минутки хватит.
Ну что, давайте продолжим. Так. Смотрю чат. Нет, в чате все тихо. Если какие-то вопросы будут, которые вам лень писать, вы хотите задать их вслух, давайте в конце. Ну или поделиться своими методами. Итак, суть этого метода в том, чтобы ни одно дело не находилось в категории «важно» и «срочно». То есть надо планировать так, чтобы они были важные и несрочные. К важным и срочным у нас обычно относятся завершающиеся проекты, кризисные какие-то явления, спущенные сверху неотложные задачи. И они играют ключевую роль при оценке ваших действий как специалиста. Их невозможно игнорировать. И получается, что мы другие дела отодвигаем в сторону, когда решаем эти. И наличие более одного дела вот в этом квадрате, важные и срочные, показывает то, что в ближайшее время работа начнет отнимать ваше дополнительное личное время. А во вторую группу, важные и несрочные, попадают дела и проекты, которые как раз направлены на развитие вашего профессионализма. Да? Сюда должна относиться аналитика осуществленных мероприятий и планирование внедрения каких-то новых проектов, новых идей. И плюс меры по обеспечению конкурентоспособности ваших проектов. То есть все планирование должно относиться сюда. Эти дела требуют ответственного подхода, поскольку их результаты как раз и влияют на ваше будущее, на вашу оценку как специалиста. И главное, что когда в этом квадрате у вас находятся ваши запланированные дела, вы не находитесь в цейтноте, вы идете по графику. Неважные дела, но срочные, ну, я не знаю, иногда такие бывают, да, что это то, что для вашего результата прямой какое-то влияние не оказывает, но, к сожалению, их надо будет решать и решать срочно. Там, для меня, например, это спущенный вчера сверху приказание от Министерства культуры сдать срочно отчет. По какому-то. Так, простите. Я занята. Так. И несрочные, неважные дела – это те дела, которые можно не выполнять. Откладывать в сторону, либо делегировать. Да? Иногда бывает то, что нас отвлекает, но совершенно не влияет на конечный результат. И никому и не нужно. Даже Министерству культуры. Сейчас. Поехали дальше. То есть вы поняли, да, что чтобы все дела были важных, но не срочных, надо уметь правильно планировать. И вот один из методов, который предлагается, он мне очень нравится, и я им пользуюсь, это диаграмма Ганта. Существуют специальные программы, но я делаю это просто в Excel. И суть в том, что надо нарисовать свои задачи по времени. То есть, видите, здесь задача А, задача Б в правом примере. А 1, 2, 3 – это, допустим, дни или недели. И таким образом у вас выстраивается, вы видите, вы не можете начать второй пункт, пока не закончите первый. Зато третий пункт вы можете делать уже параллельно с первым и вторым. Это на результат не повлияет. И вот в специальных программах там еще и, если какая-то задача у вас откладывается по каким-либо причинам, программа сдвигает все.
Если мы делаем это в Excel, нам придется вручную все передвигать, все взаимосвязанные задачи. Вот. И когда эта задача выполнена, ее можно закрасить другим цветом, чтобы я видела, что задача выполнена, я могу переходить к другой. Вот когда какие-то сложные комплексные мероприятия у нас, например, такие как переезд, вот так спланировать очень удобно. Как вы думаете, что это? Тут, правда, на английском. Это такой небольшой пример правильного планирования. Не знаю, хорошо ли у вас видно и знаете ли вы английский, но я подскажу. Здесь у нас первый столбик – это месяцы. Октябрь, ноябрь, ноябрь, декабрь, декабрь, январь. А дальше идут столбики. Господи, я здесь сама-то не вижу. Название произведения. Дальше краткий сюжет, пересечения какие-то. Кто, когда, с кем должен пересечься. Это вот так запланировала Джоан Роулинг своего Гарри Поттера. Все 7 книг у нее были сначала спланированы, весь сюжет был, поскольку у нее там очень много героев, очень много сюжетных линий, и чтобы там человек не оказался одновременно и там, у нее изначально был весь сюжет вот так расписан по табличке. Еще один метод, если кому-то не нравится рисовать в Excel, интеллект-карта. Интеллект-карта просто рисуется даже на листочке. И таким образом можно спланировать и свой отпуск, то есть покупка билетов это будет одна ветвь, там заказ гостиницы вторая, сбор вещей, список вещей это третья ветвь и так далее. Да? То есть для более творческих людей может быть более наглядной становится вот такая интеллект-карта. Она позволяет также увидеть связи между целыми частями, но она не позволяет увязывать сроки. То есть если в диаграмме Ганта мы видели, что мы не можем начать собирать чемодан, допустим, пока не купим все принадлежности, там, которые нам нужны, купальник, тапочки и так далее, здесь этого мы не будем видеть. Угу. Но для мозгового штурма, для первого подхода к какого-нибудь задачи, к какому-нибудь, например, планированию мероприятия, это очень удобная вещь. Дальше. Еще один метод. Kanban. Его использует Toyota, по-моему. И его суть – визуализировать рабочие процессы. Вы видите, да, что тут такая доска, на которой написаны фамилии исполнителей. На вот этих вот листочках написаны задачи. Их можно распределять по дням недели. В данном случае вы можете по месяцам, если у вас очень долгая задача. И человек, который что-то выполнил, он этот листочек переносит в столбик «Выполнено». И таким образом можно даже прописывать, видите, процент, то есть сколько процентов уже в столбике выполнено задач этого человека находится. Чем хороша еще эта доска? Не только тем, что можно спланировать работу всех, и люди... но и наглядностью, да, то есть люди мотивируются, если они видят, что кто-то уже выполнил 90% задач, а я еще только 20%, это подстегивает, реально. И когда ты видишь, что у тебя что-то уже выполнено, это тоже мотивирует работать дальше. Мы видим, что задача не невыполнима, да? И вот еще один небольшой такой метод, но очень полезный. Съешь лягушку. Может быть, вы даже о нем слышали. Целая книга есть, посвященная этому методу, но его суть очень простая. Лягушка – это мелкое, несложное дело. Но мы, например, не хотим его выполнять. Ну, нам или лень, или какие-то неприятные моменты с этим связаны. Например, там позвонить, дозвониться в стоматологию, записаться на прием – это напрягает, но это надо сделать. И такие дела, вот автор этого метода, Трейси, не помню кто, рекомендует делать первыми.
с утра прямо вот самым первым делом. Оно занимает не так много времени, но если мы его выполняем, мы начинаем себя уважать за то, что ох, как много мы уже какую-то сложную задачу, которая надо мной висела так долго, выполнили. Мотивирует работать опять же дальше. И если это совсем не мелкое дело, то его тоже можно раздробить на несколько частей. И как можно дробить крупные задачи сразу же, да, давайте посмотрим. Во-первых, можно дробить по времени. 1 час в день выделить на спорт и железно заниматься все-таки этим спортом. Именно, так, сейчас. Угу. Видео недоступно. Ну, вы увидите запись. Так, я куда-то ушла. Обратно. Угу. Как прочесть, как заставить себя читать? Читать по одной главе в день. Поставить себе такую задачу. И главное не отступать от принятых решений. Ну и по действиям, да, то есть сначала купить сланцы, завтра сходить купить купальник и так далее. А не запланировать сразу все, потому что глаза разбегаются, как вы знаете. Я не привожу производственных примеров, я привожу простые, но я думаю, что вы сами можете для себя разделить на подзадачи свои задачи. Да? Если хотите, можете привести свои в комментариях. Еще один метод, как приступать к делам. Свежий или жареный, fresh or fried, на английском он так звучит. И суть его в том, что более сложные задачи легче выполняются на свежую голову. Доказано уже учеными, что ну, вы можете мне сколько угодно рассказывать, что ночью у вас там просыпается вдохновение, днем вы хотите спать. Доказано, что человек это такое животное, которое создано для работы днем, а ночью оно должно спать. И утром оно должно просыпаться выспавшимся, и вот со свежей головой как раз гораздо удобнее, тем более, что наш мозг-то работал. Мы устаем-то не от того, что мозг поработал, а от того, что мы кучу эмоций за день получили. От этого наш организм отдыхает ночью. И к нам утром приходят, во-первых, решения, мы с вами это уже обсудили, да, а во-вторых, свежий мозг, не замутненный никакими пока эмоциями, ни отрицательными, ни положительными, он настроен именно на решение задач, не на обсуждение, боже, как я справлюсь с этим, я не хочу это делать, а именно на то, чтобы быстрее решить эту задачу. Помогите своему мозгу, сделайте сложные дела с утра, оставьте более приятные более легкие на после обеда. Ну и не забывайте, да, что последние 5, 10, 15 минут надо посвятить составлению плана на завтра, чтобы завтра опять ринуться в бой, не раскачиваясь с утра 15 минут. Еще один очень полезный метод. Он у нас применяется, по-моему, везде, не только в тайм-менеджменте, принцип Парето. Если переводить на тайм-менеджмент, то 80% задач решается за 20% затрачиваемого времени. А вот на оставшиеся 20% задач мы тратим 80% времени. Поэтому необходимо большее внимание уделять самым важным и перспективным делам. Чтобы все успевать, надо лучше фокусироваться на задаче, а не дольше сидеть над ней. И достаточно работать 20% в день с полной отдачей для того, чтобы выполнять свой функционал. Иногда важно остановиться, потому что иногда мы, бывает, зависаем. Я к числу этих людей не отношусь, я лучше
не доделаю что-то, но я знаю перфекционистов, которые вот что-нибудь еще доделывают, дорисовывают, допереписывают еще раз текст сценария, хотя уже надо идти на сцену. Вот иногда это неоправданно бывает. Да, вообще всегда неоправданно последние 20% времени, затраченных на любое мероприятие. Надо уметь вовремя остановиться также. С принципом Парето, ну, принцип Парето работает везде, мы с вами это знаем. Так, сейчас, подождите, я приведу пример. Например, 20%, ладно, начну с другого. 20% всех товаров, контрактов, заказов приносят 80% прибыли. 20% сотрудников всегда дают 80% выполненных задач. Ну, руководители, я думаю, если среди нас тут присутствуют, посмеются, но согласятся. 20% клиентов делают основную выручку. Даже по пользователям библиотеки мы с вами можем это понять. То есть из 100% наших пользователей 20% приходят и берут 80% наших книг. Согласитесь? То есть этот простой вроде бы принцип почему-то в жизни нашей постоянно работает. И к тому же, кроме того, что 20% сотрудников выполняют 80% всей работы, только 20% их усилий реально окупаются. Вот такие вот статистические данные. И только 20% людей, с которыми вы контактируете, дают вам 80% любви, дружбы и так далее. То есть делайте выводы, с кем надо общаться больше, кому надо внимание уделять больше, семье или каким-то, может быть, очень интересным, но посторонним людям. Ладно, поговорили, немножко отвлеклись. Пошли дальше. Метод номер 13. Метод помидора. Назван он так, потому что студент итальянский, который писал дипломную работу, использовал вот этот вот таймер в виде помидора для того, чтобы быстро справиться вот со своей курсовой работой. И суть этого метода в том, что через каждые 25 минут интенсивной работы надо делать 5-минутный перерыв. Но эти 25 минут не надо отвлекаться вообще. То есть вот вы погрузились в задачу, и вы думаете только о ней. Если вас внезапно отвлек телефонный звонок, вы записали, что от вас хотели, и вернулись к своей задаче. Вы не продолжаете, не отвлекаетесь, не переключаетесь на другую задачу. И 5 минут вот этих отдыха нельзя тратить на другую информацию. То есть нельзя в эти 5 минут взять телефон и начать листать ленту ВКонтакте там, или Инстаграм, который теперь экстремистская у нас, простите, организация. Да? Надо либо походить, либо спортом каким-то поприседать, чай попить и так далее. Водички сходить. Но 5 минут, не 15. И вот таких помидоров можно сделать максимум 8 в день. Через 4 помидора еще надо делать большой уже отдых, посвятить его обеду. Доказано, что больше 8 помидоров в день не выдерживает никто. Дальше у вас уже будет непродуктивная работа. Оставьте на то время более простые задачи, в которых мозг не должен так интенсивно работать. Нельзя пропускать перерывы, даже если у вас там вот пошло вдохновение, все равно вы должны остановиться, потому что потом ваша продуктивность снизится. Мозг, это не значит, что мозг не продолжит работать, это значит, что ваш физический, ваш организм остальной должен отдохнуть. И этот метод очень подходит для монотонной работы, но и для творческой, я думаю, тоже. И очень повышает личную эффективность. Хороший метод. Иногда бывает 25 минут многовато. Настраивайте под себя. Дальше. Еще один лайфхак, которым я хочу с вами поделиться. На любой метод сейчас есть созданные приложения, программы и так далее. Тот же метод помидора, кучу, вот вы забьете в Play Market, у вас выйдет куча разных приложений. Вот такой вот планировщик, вот нижний, самый 4 по счету, очень интересный. Там, видите, в зависимости от размера круга, важность вашей задачи. А цвет – это
дом, работа и так далее. То есть какие-то личные планы и рабочие планы. И вам уже телефон, если вы не поленитесь забить весь список дел вот в это приложение, а не просто написать его списком, вам уже приложение будет подсказывать, если вы еще и забьете срок. То есть, ну, вот таких вот приложений для планирования своего рабочего дня очень много, но это надо, конечно, привыкнуть в нем работать. Нельзя пропускать. И еще один лайфхак. Для того, чтобы не терять время, важно, надо использовать переговоры в письменном виде. Иногда бывает, что какой-то минутный звонок растягивается надолго. Вы перескакиваете уже на другие темы, уходите от цели вашего разговора, во-первых, да. Во-вторых, мы часто забываем в конце разговора все-таки еще раз проговорить, чтобы понять, что мы друг друга правильно поняли в этом разговоре. Все наши договоренности. А вот в письменном виде это все сохранится. И если кто-то кого-то неправильно понял, можно вернуться еще раз перечитать. Да? И еще очень важный момент. Письменные переговоры помогают все-таки гасить эмоции. Вы не можете моментально среагировать, у вас есть время вдохнуть, выдохнуть и ответить более корректно. А доказано, что как отрицательные, так и положительные эмоции в деловых переговорах одинаково мешают. Вот письменные переговоры как раз помогают погасить эмоции. Так, это мы сейчас перейдем. Это не вы отвечали. Так, теперь пойдемте, я вам покажу. Вчера я попросила вас ответить в Ментиметре на один вопрос. Спасибо всем, кто ответил. Таких получилось 24 вроде бы, да, человека. Я у себя вижу Ментиметр вот в таком виде. То есть я могу вот эту картинку сейчас скопировать и поставить презентацию так, как она у меня там изображена. И, как видите, никто из вас не сказал, что внеплановые работы выполняют больше 70%. Больше даже 60%. Есть люди, у которых вообще нет незапланированной работы. И вот этих вот 5 героев, это здорово. То есть я думаю, что, может быть, вам и не очень полезна была сегодняшний час, потому что вы и так сами умеете планироваться. Но вообще норма считается 20%. То есть даже когда мы составляем планы на год следующий, мы планируем 80% своего рабочего времени. Опять принцип Парето. А вот когда у вас 40-60%, может быть, стоит задуматься, почему так. Не всегда это ваше неправильное планирование, но я ни на что не намекаю, но, может быть, этого можно было бы избежать, если бы вы действительно правильно запланировали в начале года, в начале недели и так далее. Может быть, вот этих неотложных дел бы не возникло. Так, возвращаемся сюда. И я уже перехожу к выводу. Итак, тайм-менеджмент, как любое управление, это в первую очередь эффективное планирование. Затем, даже если вы не руководитель, можно распределить какие-то задачи. Если есть человек, ваш коллега, который эту задачу выполняет за 5 минут, ему не надо, ну, например, у нас есть человек, который в Canva делает за 5 минут шикарные презентации. Мне надо, чтобы зайти в Canva еще, поискать это там, потом еще посмотреть, красиво ли будет добавить вот такую анимацию или вот такую. То есть у меня нет художественного вот этого, да, эстетических каких-то вкусов. Я потрачу на это гораздо больше времени. Почему бы мне не попросить своего коллегу это сделать? В свою очередь я могу помочь чем-то другим. То есть делегирование – это не только на уровне руководитель-подчиненный работает. Затем тайм-менеджмент
очень важно не только спланировать, а правильно сформулировать свою цель. Вы не сможете спланировать какое-то дело пошагово, если вы не представляете себе четко конечный результат, если вы его себе не сформулировали. Вот мне кажется, вот на этом этапе как раз очень много у нас и возникает ошибок. Делегирование, распределение – это почти одно и то же, на мой взгляд. Дальше. Анализ временных затрат. И вообще любой анализ реализованных уже проектов позволяет нам учесть эти ошибки и в будущем их избежать. То, что мы часто упускаем, контроль и мониторинг. То есть вот мы начинаем что-то планировать, распределяем задачи, а потом забываем проверить, выполнена эта задача в срок или нет. Тайм-менеджмент – это один из обязательных элементов. Правильная организация. Мне очень нравится фраза: при правильной организации труда прораб не работает. Ну, вот реально. Это реально так. Я знаю людей, встречала таких людей, которые реально начальники отделов как будто бы не работали. Но когда на их место приходил другой начальник, он погрязал в рутине и ничего не успевал. И при этом раньше у отдела были гораздо лучшие результаты. Уметь составлять списки, хотя бы в голове, если у вас все в голове укладывается. У меня после ковида, например, нет. И уметь расставлять все-таки приоритеты. Матрица Эйзенхауэра нам в помощь для этого. Вот из чего состоит, собственно, тайм-менеджмент. Ничего сложного, но просто надо этим заниматься, как и всем, впрочем. То есть привычка формируется 21 день. Если у вас сразу не получилось работать по принципу помидора, не надо опускать руки, надо понимать, что за 1, 2, 3, 4, даже неделю у вас не получится. К этому надо привыкать. Зато потом это делается на автомате. Вот мы, когда впервые услышали про «съешь лягушку», мы сначала только шутили, смеялись, а теперь у нас уже даже смеха это не вызывает. То есть я сегодня съем лягушку вот такую. И все. И выполняем. Еще. Все успешные бизнес-тренеры рекомендуют следить за здоровьем. И даже вот сейчас, когда началась вот эта вот суматоха, ситуация абсолютно непредсказуемая, некоторые бизнесмены в своих рекомендациях написали: не пить, не курить, постараться высыпаться и заниматься спортом. То есть ты ждешь от них, какие акции, допустим, там доллары купить, продать и так далее, да, а они в первую очередь рекомендовали держать холодную голову, не паниковать, а потом уже думать о делах. Все, что я хотела сказать. Мы сегодня очень быстро уложились. Если хотите поделиться какими-то методами, то у вас есть сейчас на это время. Угу. Пока я в чате ничего не вижу. Не забудьте, пожалуйста, заполнить карты обратной связи, насколько полезно такой вот формат. Либо ничего нового вы не услышали. Это тоже будет интересно, кстати, потому что большой процент ответил, что у вас практически нет незапланированных дел. Вот мне интересно, именно те, кто ответили, сегодня получили какую-то полезную информацию, или вы все это используете, и у вас есть более действенные методы? Поделитесь, пожалуйста. Вроде бы я все сказала. Да, и ментиметр мы с вами посмотрели. Книги рекомендовать не буду, вот, потому что я их не читаю. Вот «Съешьте лягушку», книгу на 50 страниц читать, когда этот метод можно рассказать за 5 минут и просто начинать применять, не вижу смысла. Все, если никаких вопросов нет, спасибо за внимание. До встречи на наших других темах. Выключаюсь.